Парк Победы в Якутске будет построен на пустыре вдоль автострады 50 лет октября, рядом со стеллой 3 СРГ, посвященного 75-летию Великой Победы. Станьте частью истории нашего города и внесите свой вклад, посадив дерево в честь героев войны, своих отцов, дедов, прадедов. Парк Победы – это отражение памяти, современности и будущего. Парк Победы – память поколений. А можно ему посидеть? Здравствуйте, мы находимся в столице республики, на территории закладки Парка Победы. Это недалеко от аэропорта, город Якутск. И сзади меня уже начинается это мероприятие. Здесь сейчас представлена выставка вооружений, амуниции. То есть это настоящий праздник для гостей и жителей столицы Якутии. Добрый день! Вы сегодня представляете кого? Бойца Красной Армии образца 43-го года. Слушай, да, можете рассказать, что за вооружение представлено сегодня? Ну, что за вооружение? Ну, скажем, вот здесь сейчас видим ППС 43. Ну, 43-го года, значит. Вот это у нас ППШ. Или в народе папаша. 41-го года. Так. А это у нас уже ППШ с рожковым магазином. Они же настоящие? Ну, в целом, да, настоящие. Только не боевые, правильно? Ну да. А вот рядом с вами товарищ кого представляет? Ну, я представляю партизана польского. Партизан. Да, у меня погонов нету, ничего нету. Поэтому... А что означает ваша треуголка? Это конфедератка, польская пилотка. Это... Ну, народная польская головной убор, военный. Да, это станковый пулемет «Максим». Это вот этот экземпляр, да, Максим, это тот пулемет, который, ну, тот образец героя Советского Союза Лонгинова Владимира Дионисовича. Лонгинова? Да, вот недавно ему исполнилось 100 лет со дня рождения. Это вот именно этот пулемет, да, Максим, которым он на Днепре совершил свой подвиг. А можете рассказать об этих экземплярах? Противотанковые, да, это? Да, это ПТРС и ПТРД. А в чем разница? Ну, у ПТРД 5 патронов было. Нет, это у ПТС сейчас 5 патронов, и он автоматический. Нет, вот кино было, они сражались за Джонни Артист. И там герои носили вот... У них, по-моему, был ПТРС 5-зарядный. Они сбивали самолеты, танки. И вот смотрю, еще что-то там, минометы, да? БМ. Это наш или немецкий? Это наш миномет БМ-37 вроде. Полковой, большой миномет. Его как носили? Ну, его На себе? бывало на себе, бывало перевозили. А так при боевых обстоятельствах ее носили с таким целиком, переносили. А когда при походе, там при марше, ее могли разобрать и нести по частям. Вы не в курсе, сколько он весит? Ой, ну, не знаю, но один человек точно не поднимется. Мы смотрим в кинохрониках маршала Жукова и так далее. Это вот именно вот эти, как правильно они называются? Перископы? Перископы. Ну, по ними вражескую позицию осматривают. Из окопов, да. Из окопов. Ну, по-моему, это тот самый образец, но или там были более старые образцы. Здравствуйте, не подскажете? Вы движение, да, какое-то вот, представляете? Клуб исторической реконструкции РКК. Вот смешанный состав, там красноармейцы до 43-го года, после 43-го года и немецкая пехота. А вот вы кого сейчас представляете? 45-й пехотный полк, 45-я пехотная дивизия, 130-й полк, 1-й батальон. То есть амуниция была, разница есть с нашей? Или в чем удобнее ходить, проще говоря? У немцев немножко более продумано, а у нас больше на войну рассчитано, скажем так.
А граната это обязательно было, да? Ну, любому пехотинцу положено было несколько гранат. А вот Но она была немножко неудобна для применения. Во-первых, терочный взрыватель отсыревал. Во-вторых, время горения, то есть там приноравливались. Поэтому на смену М24 появилась, не на смену, а вместе с М24 позднее появился М39 яйцо. Это карабин. Карабин, да? Это Кар-90. немецкий или с нас Да. идет? Нет, это Кар-98, основное оружие пехоты вермахта. Сколько зарядов? Пятизарядный, 5 патронов в магазине. Болтовка. Он в нашей линейке насколько легче, по-вашему? Он не то что легче, он еще и короче нашей трехлинейки. То есть стрельба, то есть наверное, небольшая. такая же примерно, 1500. То есть, вот этот карабин со штыком, а мосинская винтовка без штыка вот такая. У него чисто немецкое подразделение. У меня ближе к австрийцам, то есть 45-я пехотная дивизия формировалась в основном из австрийцев, граждан террора. А это вот, нет, форменное бандирование одно и то же практически. Разница идет в том, что у него вот Y портупея, да? Повернемся. Она у него круглая, Ага. а у меня пятиугольная. То есть у вас больше можно запихать? Нет, у меня разница в деталях, а так в снаряжении практически одинаковая. Просто у него конкретно пехотная дивизия, 26-я танковая дивизия, пехотное подразделение, панцергренадер, а я чисто пехотинец. Он на БТРе катался, а я пешком ходил. Вот как вы считаете, враг, который противостоял на бойцов, достаточно был хорошо экипирован? Это был хорошо подготовленный, грамотный враг. Мы победили в тяжелой борьбе умного и грамотного противника. То есть сказать, что мы просто так победили, шапками закидали, нельзя. Это была тяжелая битва с тяжелым опытным врагом и многочисленным. Заметили, какая была амуниция у солдат Великой войны, как у противника, так и у наших солдат. А теперь посмотрим, какая амуниция у современных. Но это не знаю, правильно солдат или все-таки спецподразделение? Мы вообще-то страйкболисты. Вот. Мы представляем якутское сообщество страйкболистов. Вот. То есть у вас форма так, как удобнее вам, нет? Да, у нас есть свои команды, по командам делятся. У каждой команды есть свой камуфляж, своя форма. Но они же все-таки приближены к более современной форме. Совершенно верно, да. Можете рассказать немного, вот камуфляж? Мы реконструируем группу спецназа, поэтому у нас все под спецназ российский. Форма, одежда, щит, автоматы все со всей прибамбасой, что использует российский спецназ. То есть то, что сейчас стоит на вооружении спецподразделений, да? Да. Вот автоматы Калашников, понятно. А что Ну, это разные модификации автомата. Это вот 3,74-х, 1/100 серия. Это ПП «Витязь». Вот же, наверное, для ближнего боя больше, да? Это разрабатывалось специально для спецназа, чтобы при штурмах здания как бы не было рикошетов, так как когда идешь с Калашниковым на штурм, допустим, велика большая того, что будет рикошет, поэтому здесь разработали ПП, этот вот пистолетный патрон 9х19, который в тесных пространствах он не рикошетит. Ну вот сюда вот заряжаются шары, да, магазин полностью, как все оружие, все как боевое, вес, рост, все как бы полностью как боевое. Представляю возможным, что такое, как бы игрушка, а на самом деле Да, серьезно. оружие. Еще есть гранаты вот такие. Это прототипы РГДхи. Но она меньше же. Нет, все страйкбольное оборудование, оно все идентично по размерам и весу боевому. Это легендарная СВД, используется во всех войсках, везде во всех подразделениях. Такая надежная плетка. Мы проводим игры каждое воскресенье на Маганском тракте, 2-й километр напротив 3-й пожарки. Там здание большое. Вот мы его сейчас вычистили, подготовили. В это воскресенье первая пробная игра. Дорогие друзья, это не просто закладка Парка Победы. Здесь сразу, видите, представлена выставка, подготовлена концертная программа.